Добрый вечер, уважаемые телезрители. Всего 2 месяца прошло, как в нашем кабинете министров, в нашем правительстве на должность вице-премьера был назначен новый человек. И этот новый человек сегодня у нас в гостях. Я сразу вам его представлю. Сериков Дмитрий Николаевич. Вот, знаете, Дмитрий Николаевич, я вот ознакомился с вашим, так сказать, досье. У вас тут очень большая биография, несмотря на молодой возраст. И, наверное, нашим телезрителям в качестве знакомства, конечно, с вами, вы впервые вот у нас на нашей программе присутствуете. Я думаю, это традиция приглашать руководителей страны, она будет дальше тоже продолжена, без каких-либо препятствий. У нас такой вот договор существует, и все с удовольствием принимают участие на государственном канале в разных программах. Нашим телезрителям я коротко ознакомлю с тем, что представляет собой биография Дмитрия Николаевича. Вот Дмитрий Николаевич – москвич. Окончил Московский инженерно-физический институт, факультет автоматики и электроники, по специальности инженер электрофизических установок. Потом вы окончили, очень важно, это тоже элемент вашей биографии, Государственную финансовую академию при правительстве РФ, Российской Федерации. Специальность у вас была финансовый менеджмент. Это вот образование. Больше еще ничего не было такого? Ничего такого. В образовании похожего. Вот знаете, многих у нас, конечно, наших телезрителей интересует, вы стали вице-премьером правительства республики, и какой у вас опыт вот в этой работе? Вот здесь я выписал все то, что говорится о предыдущих ваших местах работы. Это Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики, где вы работали инженером-электроником. Вы работали начальником отдела приема сдаточных испытаний. Очень тоже сложно представить, что это в Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики в городе Москве. Вот потом вы перешли уже на работу в Sony Duo, это оператор сотовой связи, где вы работали экономистом. И вот после этого уже приехали к нам сюда, в Абхазию, работали в Аквафоне, заместителем генерального директора по операционной деятельности. И вот последняя ваша должность в Аквафоне – это финансовый директор. Наоборот, сначала финансовый директором, потом стал заместителем генерального директора. Заместитель, да. Финансовый директор разве не выше, чем заместитель просто по операционной деятельности? Нет, да? Что вы говорите? Ну, теперь мы уже тогда перейдем непосредственно к нашей теме разговора, вашей деятельности и деятельности Кабинета министров, конечно же. Добрый вечер. Да, я хочу все-таки после твоего длительного вступления поздороваться. Да. И вообще, конечно, биография достаточно солидная, рабочий стаж тоже, и вот я заметил, что Валера даже очень с трудом выговаривал все эти специальности. Да, я могу повторить, если кто не понял. Нет, ты Валера, не понял? Валера, я все понял, только повторять не надо, да. И все-таки вот вы долгие годы, там, кажется, сколько уже, почти 10 лет работали в Аквафоне. 11,5. 11,5. Вот, ну, компания, я помню, как она начиналась, и потом, и сейчас какая она, все-таки очень уже прочно стоит на ногах, и такая преуспевающая компания, и вдруг и должность замдиректора, то есть все хорошо, все замечательно, и вдруг работа в правительстве, вы согласились пойти в правительство вице-премьером, и в наше такое неспокойное такое политическое время, да, и вот какая мотивация все-таки? Вот там было у вас там все хорошо, да, там все как бы отлажено, все понятно. А здесь вот как бы куда ни глянь, везде одни проблемы. Ну, во-первых, добрый вечер всем. Спасибо за вопрос, за вступительные слова. На самом деле, с мотивацией, на самом деле, все просто. Я приехал, как вы уже сказали, 11,5 лет назад в Абхазию, и приехал, как сейчас помню, 18 января 2004 года. И на самом деле львиную долю моего опыта, который получил благодаря Аквафону, а вернее Республике Абхазия. На самом деле, что я знаю и умею, это все благодаря республике. Поэтому, когда мне
поступило предложение перейти с частного бизнеса, поработать в правительство, я, конечно, честно, наверное, должен признаться, не сразу согласился, потому что, если немножечко вернуться назад, я себя никогда не видел работать в госструктурах, но когда поступило предложение, я понял, насколько это ответственно, и, наверное, не имел права отказаться, потому что большую часть того, что я знаю, мне дала именно Республика Абхазия. Я гражданином стал Республики Абхазии уже давно, в 2007 году. Поэтому я, наверное, не имел права отказаться и согласился на это предложение, понимая, насколько оно ответственное и серьезное, для того, чтобы попробовать весь свой опыт, который я получил там, за свою, так относительно, скажем, недолгую жизнь, внедрить его на государственной службе, попытаться помочь республике выйти из того кризиса, в котором она находится. Поэтому я не имел права отказаться, потому что, правда, очень хочется помочь, дать, что называется, слова благодарности республике именно не на словах, а именно на деле. И попробовать продемонстрировать то, как должно работать государство, по каким принципам, подходам. А вы знаете, вот интересно, у вас опыт работы в разработке и изготовлении автоматизированных систем управления и технологическими процессами. Но это как-то вот подсказывает мне следующий вопрос. Это связано с вашей нынешней деятельностью? Может быть, как раз именно в правительство пригласили, потому что вы по этой части специалист высокого класса? Нет, ну там немножечко другая специфика была. Я занимался в той жизни, можно сказать, это было уже давно. Я занимался, работал в научно-исследовательском институте. Мы производили автоматизированное систему управления процессами для атомных электростанций. Это все-таки немножко такая сугубо техническая специальность. У меня была инженерная. Это, конечно, не в чистом виде, чем я занимаюсь сейчас. На самом деле, больше, наверное, пригодится опыт, который я занимался последние 12 лет. Потому что все-таки Абхазия не первый день. Я, наверное, смог, ну, конечно, не мне судить, но, как мне кажется, смог проникнуться и ментальностью республики, и успел и полюбить ее, и, соответственно, всех людей, которые населяют республику. Поэтому мой основной опыт, наверное, это связан с последней моей деятельностью, это работа рукофона. Потому что и в работе в рукофоне я часто сталкивался с работой различных государственных органов, непосредственно съездных, и Министерство экономики, Министерство финансов. Соответственно, иногда многое видел, что можно изменить и как изменить. Поэтому у меня были определенные мысли до перехода на работу, как бы я поступил в одной и другой ситуации, чтобы изменил. И сейчас мне предоставилась такая возможность, чтобы это реализовать все на практике. Вот скажите, пожалуйста, когда вы работали в Аквафоне, тоже очень интересно, просто там была внедрена система такая электронного управления. В общем-то, все хозяйство было подведено под одну систему. Вот эта система, она сейчас многими упоминается как одна из самых таких успешных. Все налажено, и бухгалтерия там, и зарплаты, и все это такая такой вот пример того, как должна быть, наверное, обустроена система и в государстве тоже. Нет? Да, я на самом деле глубоко убежден, что это именно так, потому что частные предприятия – это своего рода в миниатюре. Конечно, немножечко цели и задачи частной организации другие, чем у государства, но принципы, большинство принципов подходов по управлению, они очень похожи. На самом деле, у Аквафона была внедрена система SAP R3, это, наверное, это мировой лидер, немецкая компания, производитель ERP-систем, так называемых. Это система управления предприятием целиком. Это компания в этой сфере номер один. Мы ее успешно внедрили, конечно, не в полном объеме, потому что у нее намного больше функционала, ну, так можно сказать, процентов на 50 от тех возможностей, которые производит SAP. В Аквафоне, по-моему, если память не изменяет, в 2011-2012 год. На самом деле, система реально очень мощная. Она, в принципе, создана для предприятий, она, на самом деле, не используется для государств, но принципы ее работы, они однозначно подходят для государства. И все лучшее, которое есть в этих системах, я на самом деле и планирую внедрить, вот как вы уже сказали, и бухгалтерский учет, и систему электронного документооборота, и систему управления персоналом, госслужащими. Это все звенья вот этой системы, которые реально можно использовать этот опыт и на государственном уровне. Единственное, не обязательно делать это на базе САПа немецкого. На самом деле есть отличные, хорошие решения производства Российской Федерации, есть хорошие решения всем известной компании 1С, которая на самом деле стоит в десятки раз дешевле. И на том масштабе, который у нас есть в Республике Абхазии, по территории, по населению, она вполне подходит. Поэтому здесь надо просто подготовиться, проанализировать, понять лучший опыт и практики в Российской Федерации, в других странах, и попытаться их внедрить здесь.
Вы знаете, что мы, наверное, так вот чуть-чуть отойдем в ретроспективу, вернемся назад. Все-таки хочется узнать о том, что вы думаете о том наследстве, которое осталось вам вот от прошлого правительства. Оно тоже недолго проработало, всего лишь полгода. Вот, и каковым вообще оказалось вот принятое хозяйство? На самом деле, переходя в правительство, я, конечно, долго думал об этом, о том, что было, что есть и что надо сделать. Ну, когда я уже перешел, начал втягиваться в процессе, изучать те моменты, которые происходят, как выстроена система, мягко говоря, она крайне неэффективна. Что я смог увидеть за те 1,5-2 месяца, которые работаю? Система была выстроена за предыдущие годы, может быть, десятилетия, в принципе, под одной простой принцип. Есть один руководитель, все остальные подчиненные. Система так называемого ручного управления, чисто авторитарного стиля управления. На самом деле такая система, там, может, многие скажут, она хорошая, плохая, как бы я не готов судить и там говорить. Подходит нашей ментальности. Да, подходит, опять же, ментальности, да, в силу того, что я, насколько смог, за 11 лет изучил, да, и понял ментальность людей. Но эта система может существовать на каком-то этапе существования государства. Может быть, после вот, периода Отечественной войны 92-93 годов другого выхода и в принципе быть не могло. Потому что страна была совсем в разобранном состоянии, и без ручного управления быть не могло. Но сейчас прошло уже 25 лет. И жить постоянно такими подходами, которых жили 25 лет назад, невозможно. Потому что, когда система завязана на одного человека, если этот человек не уходит, то она все рушится. И происходит такой своего рода вакуум. Поэтому, увидев то, что есть, это первое, с чего бы я, вот, как задача, которая осталась мне президентом, премьер-министром, с чего надо начать, это надо выстраивать систему. И причем систему ставить не по принципу ручного управления, а именно систему. Потому что возьмите пример там, любой западной страны, там, которая занимает там, первые 10-20 мест по развитию на земном шаре, там, Соединенные Штаты Америки. Там не важно, кто президент, кто там, министр. Там работает система. Заболеет он, уедет в командировку, все должно работать. И как одна из своих основных задач, которые я вижу, это именно попытаться выстроить такую систему, которая бы работала независимо от людей, кто придет на работу в министерстве или замминистра. Она должна работать, несмотря ни на что. Насколько это вообще возможно в абхазских условиях, где всегда отдается приоритет личности. Да, вот как бы ты систему не выстраивал, все время говорят, вот придет человек, личность, а вон он, Иванов, Петров, Сидоров, вон там работали, вот они умели там, да, а там пришли там другие, Кожемякины, там, Федоровы, то есть они не могут. То есть, опять абхазские же, фамилии да, почему ты не называешь? Ну, потому что я сейчас абхазские скажу какие-то фамилии, они туда обидятся, как это мы неэффективные менеджеры. Нет, у нас действительно вот такая система, то есть по-любому даже вот сейчас начнешь налаживать систему, будут говорить, опять же, делать упор не на выстроенную систему, а на того, кто это делает. Но это неправильно, потому что такая система, она не жизнеспособна, она долго не живет, потому что вы возьмите любую страну мира, ни в одной стране мира, которая добилась каких-то результатов, это не сработало. Это работа на какой-то короткий промежуток времени, чтобы дать толчок, чтобы выйти из какого-то кризисной ситуации. Да. Но дальнейшее развитие, оно может быть только по выстраиванию системы. Именно вот я акцентирую внимание на слове «система», потому что каждый чиновник должен знать, какие у него права, какие обязанности, какие у него задачи, в какой срок он должен решить и отчитаться. В конечном итоге чиновники – это наемно рабочие населения и граждан страны. И они должны отчитываться за свою работу перед людьми, которые формально, конечно, они не выбирали того чиновника, который сидит на какой-то позиции. Они выбирали президента, парламента, который, в свою очередь, назначает этих чиновников. Но, несмотря на это, чиновник должен понимать, что он работает на население, на граждан. Без этого понимания мы навряд ли сдвинемся с мертвой точки, что-то сможем изменить. А вот как раз вот это понимание появится тогда, когда мы выстроим систему. Знаете что, Дмитрий Николаевич, вот мы сейчас говорим о системе, вы только что говорили о том, что действительно система, если она такая фундаментальная и построена как бы основательно, то потом, кто бы ни приходил, система работает, все остальные элементы тоже работают, функционируют по своим законам, регламентам, регламентам, задачам. Но другое дело, что у нас все время вот этот как-то принцип не срабатывает. У нас часто меняется правительство, и потом получается, что пришел вот Дмитрий Николаевич Сериков, всего 2 месяца, и вот, да, пока что он мог успеть за эти 2 месяца, вот, и поэтому как бы дается еще какой-то продолжительный срок. Вот мне просто
как-то кажется, что когда меняется состав кабинет министров, вот у нас все начинается сначала. У вас нет такого? Мы об этом нет преемственность. Конечно. А все почему? Потому что все завязано на конкретных личностей. Я как раз и говорю, а от этого надо уйти. Да? Ну, по сути, да. Вот я и вижу одну из своих главных задач, это попытаться выстроить именно систему, чтобы то, о чем вы сейчас говорите, такого больше не повторялось. Потому что в противном случае мы ведем никуда. А что касается вообще замены кабинета министров и отдельных чиновников, я на самом деле не вижу в этом большой проблемы. Если бы это, опять же, повторяюсь, если была бы система. Любой чиновник, он когда назначает человека на какую-то задачу, на какую-то должность, ему ставят конкретные задачи и сроки реализации. Соответственно, если какой-то чиновник не справляется своей работой, я вообще считаю, что его не укладывается в срок. И не указывается в срок, да, потому что это тоже ключевая вещь. Потому что какие-то задачи мы можем решить через 100 лет, но я думаю, ныне живущим через 100 лет, если они решатся, я думаю, что это мало будет интересно, да, и они не хотят ждать столько лет. Поэтому я вообще считаю, что человек, который не справляет свою работу, он не должен ждать, когда его снимают, он должен уходить сам. На мой взгляд, например, что касается меня, я именно так и сделаю. Если я увижу, что у меня не получается или я не справляюсь, я сидеть в кресле не собираюсь. И я считаю, что любой чиновник высокого или среднего ранга должен поступать так. Ну вот ваше окружение такого же мнения? Я не могу говорить за всех, потому что, опять же, я всего лишь чуть меньше 2 месяцев на работе, но вот... По ощущениям? По ощущениям, люди разные. Я не буду судить за всех, я могу говорить все-таки только для себя, но вот первое время, когда я пришел на работу, я как раз и занялся тем, что присматривался к людям, кто что может, чего хочет и кого чего ожидать. Потому что, как говорится, один в поле не воин. Один человек ничего не может сделать. Нужна Скажите, команда. Пожалуйста, а вот вы говорили только что о том, что когда вы согласились на то, чтобы пойти вот на эту должность, перед вами были поставлены задачи президентом. А вот не могли бы вы озвучить так, между нами говоря, какие задачи были поставлены перед вами? В конечном итоге, можно вообще про задачи можно говорить как, если обобщенно. Есть задача стратегического характера, есть тактическая задача. Есть одна главная задача, которую, я думаю, что любой чиновник, любой руководитель любого ранга должен во главу угла ставить. Да? Это как оценить его эффективность, какая задача? Это повысить уровень жизни граждан. Остальное все это тактика. В конечном итоге главный критерий работы власти заключается в том, насколько хорошо, комфортно, безопасно и в достатке себя чувствует каждый гражданин в стране. Поэтому основная задача, если чуть-чуть от совсем долгоиграющих стратегических целей снизиться более в короткую перспективу, главная задача, которая мне была поставлена, это попробовать выстроить именно систему управления в государстве. И вторая задача, которая стоит, это качественно. Качественно это значит не на 10, 20, 30, а в разы поднять уровень дохода государственного бюджета, который в конечном итоге позволит нам добиться главной цели. Уже как раз вопрос экономики. И здесь, вот, допустим, вот вы пришли из коммерческой структуры, где есть там, которая работает по белому, где как бы понятно, сколько они налогов процентном от своих доходов вообще платят. А вот сейчас... Мне кажется, вообще вот этот бюджет, он как-то очень по-странному наполняется, в обороте много денег, а вот доходов практически нет. И мне кажется, эта процентная ставка, которая могла бы от этого оборота приходить, она как бы слишком занижена. Ну, вы абсолютно правы. Я могу сказать из своего опыта, то, что я видел в Лукофоне 11,5 лет, и то, что я делал за 2 месяца, могу сравнить и привести такие цифры, что вот с каждого рубля, который зарабатывался и приходил в Лукофон, 25 копеек уходило в бюджет Республики Абхазия, то есть 25% с каждого рубля. Если же взять всю экономику... Это в виде налогов. В виде налогов и приравненных к ним платежей. Там налоги, сборы, таможенные пошлины и все такое. Соответственно, если взять всю экономику страны сейчас, то вся экономика платит только 5 копеек. То бишь 5% с каждого рубля поступает в бюджет Абхазии. Это в таком оптимистичном, наверное. Ну нет, это такая более-менее адекватная цифра. Ну, о чем это говорит? Понятно, что нельзя всех сравнивать с Лукофоном, потому что все-таки такая весьма инновационная компания, у нее очень минимальная доля материальных затрат, у нее очень высокая доля капитальных затрат, которые очень сказываются на налогообложении, потому что понятно, что торговля менее рентабельна. Но вот даже при таком сравнении, по сути, получается в 5 раз. Мое глубокое убеждение, что сумму доходов бюджета можно поднять. Сейчас мне, конечно, тяжело сказать конкретные цифры, но что их качественно можно поднять не на 10-20%, это однозначно. А самая главная проблема, она в чем? Это что львиная доля экономики находится в тени.
И для того, чтобы это решить, можно пойти двумя путями. Как известно, у любой монеты две стороны. Особенно хотелось бы сакцентировать внимание, что именно должно быть как минимальных два подхода. Первый – это со стороны государства подход. Государство должно всячески дать посыл и бизнесу, всему бизнесу Республики Абхазия, чтобы они вышли из тени, создать ему всякие условия для того, чтобы они вышли из тени. При этом я как человек, являющий не сторонником административного воздействия на экономику, а человек, который считает, что, как говорится, движение должно быть двухстороннее. Государство должно дать сигнал бизнесу, что... сперва, допустим, амнистию объявить. Какую-то амнистию, да, что там не будет повышения налогов. С одной стороны, бизнес это должен услышать и пойти навстречу. И легализовать. И сроки назначить, да. И пойти навстречу, и выходить из тени, и легализовывать свои доходы. Потому что в противном случае мы не сможем построить государство и не сможем идти от дотационной модели развития, в которой мы сейчас находимся. Когда у нас 70%, там, условно говоря, из бюджета в 9-10 миллиардов, сами мы собираем только 3,5 собственными ресурсами, остальные деньги мы получаем из Российской Федерации. Такого быть не должно. И главное, это бизнес должен понять, что он должен выйти из тени, должен платить налоги. А если не поймет, например? Я не Павел Глоба, да, и не Нострадамус, конечно, но на самом деле люди должны забыть. Почему, Дмитрий, я этот вопрос задаю? Потому что на эту тему много было разговоров. И какие-то по этому поводу рассуждения мы всегда слышали, однако действий никаких не предпринималось. И навстречу бизнесу никто не шел и не предлагал никаких условий, чтобы как-то они легализовались. Таким образом, эта тема замыливалась и все время находится в каком-то зачаточном первоначальном состоянии. Но мне кажется, здесь все-таки стимулы какие-то. И вот этот пряник и кнут, он должен как-то одновременно работать, то есть быть. Какие-то стимулы обязательно должны быть у бизнеса. Я абсолютно в этом убежден, потому что все прекрасно знаем, да, там уровень государственной зарплаты в государственных служащих, он копеечный. Но при этом мы можем наблюдать за некоторыми чиновниками, которые ездят на дорогих автомобилях. Да. Не будем там долго развивать эту тему, но факт, он имеет место быть. Соответственно, для того, чтобы уходить от таких схем, опять же, мы возвращаемся к началу нашей беседы, надо выстраивать систему. Причем самое главное и ключевое слово – это прозрачная система, когда каждый чиновник знает свои права, свои обязанности, но при этом немаловажно – это уровень дохода, официальный уровень дохода. А это, как известно, заработная плата. Соответственно, если мы не выстроим вот такую систему в госуправлении, чтобы уровень зарплаты хотя бы в ближайшей перспективе вывести на уровень трехкратного роста, потому что сейчас зарплата 5 тысяч, от 4 до 5 тысяч рублей, то, конечно, квалифицированные люди, которые чего-то умеют, они уходят в частный бизнес, они не будут ходить на работу в госаппарат. И, соответственно, мы навряд ли сможем что-то изменить. Соответственно, не будет профессиональных кадров, мы не сможем выстроить ту модель с частным бизнесом, то взаимопонимание, когда мы будем делать шаги друг на другу навстречу и в конечном итоге строить государство. Потому что каждый бизнесмен, каждый житель страны должен понимать, что если мы не будем платить налоги в бюджет, мы не сможем платить пенсии, мы не сможем строить дороги, мы не сможем поддерживать энергетику в том состоянии, чтобы она была распособна. Потому что всем известно, все хотят, чтобы в сети было 220 вольт, и желательно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но никто не задумывается, что без доходов бюджета мы ничего сделать не сможем. Но вот сейчас президент дал поручение правительству, там двухнедельный срок провести сокращение бюрократического аппарата на 15%. Вообще, во-первых, мне интересно вообще, откуда это 15% взялось. С другой стороны, насколько... Вот такая реформа, сокращение такого аппарата, она будет эффективной? Я глубоко влияет, грубо говоря, на наш уровень жизни. Я глубоко убежден, что это очень, на мой взгляд, правильный шаг. Откуда взялась цифра 15%? На мой взгляд, на самом деле вокруг этой цифры было много копий сломано, и на самом деле активно обсуждалась. На мой взгляд, цифра 15%, она наименее безболезненная, потому что это сокращение штата. Я акцентирую внимание, что это сокращение касается, даже я бы не назвал бы это сокращением. Я, во-первых, назвал бы это оптимизацией. Она наименее безболезненная, которая не затронет практически реально работающих людей. Как правило, если взять штатное расписание любого органа, условно назовем, 100 человек работает в каком-то органе. Раздут левыми людьми. Он не то, что раздут. Есть вакансии 100 человек. Реально работает 75.
Остальные вакансии руководителями через полставки раздается действующим сотрудникам. Формально, тем самым, они повышают зарплату с тех 4-5 тысяч хотя бы до какие-то 6-7. Но есть еще варианты, когда там один человек там работает там, в 10 местах на госслужбе, там, в разных министерствах, ведомствах, да? Он зачислен, и ни в одном его толком и не видят. Он так в день зарплаты появляется. По часику появляется каждый день где-то. На самом деле, соответственно, сколько мы платим, насколько мы получаем. Поэтому я вот одну тоже своей главной задачей вижу, вот эту систему порочную как-то нивелировать и разрубить. Потому что какие-то предложения конкретные есть, вот как вы выразились, по оптимизации штата? Сегодня на рабочем совещании Кабмина уже многие министерства, ведомства сделали какой-то предварительный анализ своих структурных штатных расписаний и уже вышли с какими-то предложениями. Сейчас мы их систематизируем, анализируем. Мне бы хотелось, конечно, чуть глубже копнуть в эту проблему, потому что есть такая еще проблема. У нас очень многие функциональные ведомства и министерства, они перегружены несвойственной себе работой. Например, министр не должен думать о том, где ему заправлять машину ведомства. И он не должен думать, как работает его уборщица, и приходит ли на работу, и убирает ли она хорошо. Он не должен думать о том, работает ли компьютер его сотрудников. То есть это так называемый обслуживающий персонал, который обслуживает основную деятельность. Допустим, взять Минсельхоз. Его основная деятельность – это заниматься регулированием сельского хозяйства. Все остальные функции, они для него побочные. И когда министр, замминистра отвлекается на решение каких-то текущих проблем, соответственно, сказывается на их работе. Поэтому, на мой взгляд, одной из задач, которая сейчас перед нами стоит, это создать такую систему, при которой вывести из функциональных министерств и ведомств такой обслуживающий персонал, сконцентрировать его в одном месте. Например, те же самые автомобили и водители. Зачем их содержать по водителю в каждом министерстве? Можно создать один транспортный отдел, например, администрация президента или в аппарате кабинета министра, неважно, где будет один руководитель транспортного отдела, который будет контролировать состояние всех автомобилей, контролировать водителей всех автомобилей и всех ведомств. И управление будет происходить из одного места. Соответственно, что это даст? Это даст, во-первых, и естественное сокращение штата в министерствах. Потому что получается формально, сейчас в каждом министерстве был бы начальник гаража, начальник транспортного отдела, так у нас будет один. Соответственно, из одного места, когда есть один единый центр принятия решений в этом вопросе, это все происходит намного быстрее, качественнее и, самое главное, еще и с экономией денежных средств. То же самое возьмем функции того же информационных технологий, которые, как и мне удалось увидеть, сейчас, к сожалению, в госорганах практически отсутствуют. Для этого тоже можно создать отдельное какое-то подразделение информационных технологий, которое сможет решать все проблемы всех ведомств из одного центра принятия решения. Будут покупаться систематизированные, системные, абсолютно универсальные решения. Допустим, сделать единую базу данных, например, на базе 1С ведения бухгалтерского учета. Где, допустим, учет заработной платы происходить будет все в одном месте. Это не говорит о том, что мы заберем возможность подбора персонала министра или руководителя. Нет. Это говорит о том, чтобы именно создать систему учета. Что в конечном итоге даст возможность нам сэкономить и деньги с точки зрения и персонала, и на его обслуживание. И чтобы разнобоя не было. И разнобоя не было. Когда мы все работаем в одной, что называется, среде, и говорим на одном языке, это уже шаг вперед. Потому что сейчас у нас, получается, в каждом министерстве кто-то в бумажном виде ведет бухгалтерский учет или какой-то документооборот, кто-то пытается стать в 1С, внедрить 1С какой-то версии 15-летней давности. Когда будет полностью универсальная система, вот эти все проблемы, нестыковки, они будут решены. Помимо этого, время принятия решения. Сейчас для того, чтобы принять решение, как любое решение, надо сначала получить информацию, потом ее проанализировать, а потом только принять решение. Сейчас у нас теряется огромное количество времени для того, чтобы собрать информацию, потом ее систематизировать, а потом только думаем о том, что нам делать. Таким образом, получается, знаете, как раз положительный пример в смысле реформирования, сокращения аппарата, возможно, и бюрократического аппарата в том числе. Вообще-то, и, насколько я слышал, предполагается такое, знаете, внушительное какое-то реформирование и Кабмина, и администрации президента. Это как раз, наверное, и послужит каким-то примером для того, чтобы мы имели представление о том, что собой представляет вообще реформа в этом направлении. Я могу сказать, некоторые цифры, конечно, есть секретная информация, которая обычно не озвучивается, естественно, это штатная численность, так скажем, силового блока, который мы всегда убираем за скобки. Вот сейчас ситуация следующая, что у нас без учета силового блока, судов, парламента,
только центральные органы управления. То бишь я не беру районные администрации, районные какие-то госорганы, только центральные. Их сейчас численность составляет порядка 2600 человек. Соответственно, при этом расходы на содержание этих 2600 человек составляет порядка 380 миллионов рублей. То есть средняя зарплата получается, если можно посчитать, элементарно, это с учетом уже предполагаемого повышения, о котором все давно ждут и говорят, где-то в районе 9-10 тысяч рублей. Соответственно, если мы просто банально сократим тот штат, который есть сейчас на 15%, и одна из главных целей, которая в конечном итоге, это не просто сократить людей, и не просто сэкономить деньги. Эти деньги, которые мы сэкономим в итоге в результате вот этой реорганизации, опять же, это не сокращение, они должны остаться, опять же, в этих ведомствах и должны пойти на повышение зарплаты тех людей, которые реально работают и приносят пользу государству. Поэтому, если вот возвращаясь к началу нашего разговора по этому вопросу, откуда появилась цифра 15? 15 – это та цифра, которая, по нашему мнению, наиболее безболезненная, которая не придет ни к каким-то вот серьезным сокращениям реально работающих людей. Но нужно дальше, мне кажется, сокращать. Правильно, абсолютно. Это первый этап, в результате которого мы проанализируем, будем анализировать уже функции каждого органа, которые он выполняет. И насколько эффективно. Уже все на виду будут, а в реальности, да, партизан этих не будет, и можно будет степень их... Мы сможем понять, кто чего делает, какую пользу приносит для народа и для страны. Это, конечно, более длительный этап. Он подлежит, конечно, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, потому что все-таки это реально живые люди, никто не собирается никого сокращать, по-живому резать, потому что это, естественно, неправильно, потому что все мы знаем прекрасно, что у нас, в принципе, мало рабочих предприятий с достойной зарплатой, и люди, оставшиеся без средств существования, такого быть не должно. Поэтому этот процесс, он должен быть полностью синхронизирован с тем, что должны создаваться рабочие места в бизнесе. Поэтому при этом, чтобы люди, уходящие с госслужбы, находили работу в других местах. Есть какие-то намерения по поводу того, чтобы те люди, которые попадут в сокращение, есть какие-то, я не знаю, наверное, программы, возможно, еще какие-то другие. Ну, смотрите, здесь проще говоря, как сделать так, чтобы госслужба не была неким социальным проектом, да, то есть решающим какие-то социальные задачи. Ну, я вообще считаю, что мы с госслужбой должны сделать наиболее престижную работу, чтобы люди туда реально шли и отбирались на конкурс, попадали туда лучше. В конечном итоге это голубая мечта, к которой мы должны стремиться. Потому что на самом деле госслужба должна стать престижной. И туда должны идти лучшие кадры, приносить пользу страны. Там вот многие сейчас активно используют опыт Сингапура, вспоминают Ли Куан Ю, как это делалось. Стольких пересажали, пока это... Ну, мы не будем, да, эта тема, но на самом деле там очень больших намерений, благие намерения были, и на самом деле за те 40-50 лет, которые он находился у руля, он реально очень много достиг. И поэтому не надо брать, слепо копировать весь опыт 100%, который был реализован им. Надо брать лучшие практики и пытаться их адаптировать на наши рельсы и внедрять у нас. Это без решения этой проблемы, без достойного уровня зарплаты госслужащим, на самом деле будет крайне тяжело куда-то сдвинуться. А, соответственно, вот эта оптимизация, она и направлена на это. Для того, чтобы найти внутренний ресурс в первую очередь. Опять же, всю жизнь ходить с протянутой рукой очень бы не хотелось. И постоянно обращаться за помощью извне тоже не нужно. Мы должны искать в первую очередь внутренний ресурс. Я все-таки хочу вернуться к этому вопросу. Не надо меня больше перенаправлять, переводить в другую сторону. Значит, все-таки о создании рабочих мест. Я хотел сказать, вот в этом направлении что-то будет происходить? Какие вы будете принимать меры для того, чтобы люди не оказались просто на улице? Ведь не только идет разговор о том, что будет проходить, скажем, там реформирование в кабинете министров, администрации президента, то же самое и в других бюджетных организациях. Там да, это может касается всех органов. Нет, я не думаю, что это будет, вот я опять же повторюсь, что 15% это на самом деле будет наименее болезненная мера. Поэтому не хотелось бы создавать ажиотаж на эту тему. В наших условиях это тоже все-таки цифра. Эти люди должны будут как-то обеспечены в наших условиях, когда и пенсия маленькая, и, собственно говоря, ничем не обеспечены. Он же говорит, в реальности реально люди не пострадают. Да. Я вас вот глубоко в этом убеждаю, что вот на этом этапе ситуация не будет никаких каких-то побочных эффектов иметь. Понятно.
Поэтому, если опять же вернуться с точки зрения оптимизации, опять же хочу сказать, то, что оптимизация это будет касаться всех органов, центральных органов власти, включая администрацию президента, аппарат Кабинета министров, все министерства. Это не будет сейчас не касаться ни сотрудников там, больниц, поликлиник, школ, детских садов, ни в коем случае. Все, о чем мы сейчас говорим, и все цифры, которые называл, это 2600 человек, это именно сотрудники центральных органов власти, с которых, на самом деле, с работы которых мы и начнем. Поэтому в результате всех этих движений во главе угла, как вы знаете, стоит, во главе пирамиды власти стоит аппарат Кабинета министров и аппарат администрации президента. Есть четкая установка со стороны президента республики о том, что мы должны двигаться по пути объединения этого аппарата и создания одного единого. Я вот здесь параллельно все-таки оптимизации. Здесь, с одной стороны, у нас оптимизация идет, с другой стороны, у нас создается как бы новая структура. Очередная, да, то есть... Пока еще не создается. Не, ну вот казначейство. Казначейство, да, то есть сейчас очень много разговоров о том, что вот очередная новая какая-то проверяющая, контролирующая структура, их у нас сейчас, я перечислять начну, я боюсь, пол эфира точно оттяпаю, так что перечислять не буду, но вот степень эффективности всегда встает, когда создается, вот опять когда речь заходит вообще о любой проверяющей структуре, не окажется ли казначейство вообще-то таким же, вот обычно, через запятую уже вот проставленные организации? Ну, во-первых, я хотел начать с того, что казначейство не совсем контрольный орган. На самом деле функции казначейства немножко другие. Поэтому как бы контроль, надзор здесь он именно за денежными средствами, а не за людьми. Основная функция казначейства – это учет доходов и расходов и контроль исполнения бюджета, который позволит нам сконцентрировать все денежные ресурсы на одном счете. В конечном итоге казначейство направлено на то, чтобы сделать весь этот процесс прозрачным. И была возможность детального, вплоть до копейки, анализа расходов всех средств. Какое ведомство, куда пошли деньги, почему и зачем. Поэтому основная функция казначейства именно заключается в этом. Помимо этого, внедрение казначейства только первый этап к автоматизации процесса вообще управления государственными финансами. Это как бы точка входа. В дальнейшем мы видим план автоматизации процесса и составления бюджета, и автоматизации процессов, и осуществления государственных закупок. И, соответственно, это все система государственного управления, которые будут собираться как по принципу Лего, да? Несколько кубиков, каждый кубик определяет свою функцию, которые все сводятся воедино и дают полную картину того, что у нас происходит в государстве. То есть, если говорить проще, вот сейчас, допустим, придешь там, и очень сталкиваются многие, наверное, то, о чем я сейчас скажу, там приходят, там что-то на какое-то важное дело, нужны деньги, потом говорят, а денег нет. То есть казначейство все-таки позволит, наверное, я так понял, дает возможность как бы посмотреть, реально ли у нас денег нет, или они все-таки есть. Конечно. И во-вторых, еще это практически мы будем информацию про эти денежные средства видеть в онлайне. То есть это все денежные средства логически будут видны на одном счете. И министр финансов, и президент, и премьер-министр будет реально видеть в онлайне, сколько сейчас денег есть в казне. То есть, но вот у нас есть еще спецсчета еще. Да, это отдельная проблема, которая на самом деле имеет место быть. Огромные деньги. Да, и по предварительной информации была проведена определенная работа, был проведен определенный анализ по прошлому году, и были получены цифры, которые позволяют оценить, что через спецсчета различных госорганов проходят сотни миллионов рублей в годовом исчислении. А как они тратятся вообще? Это хороший вопрос. Я сейчас, к сожалению, не могу ответить. Всего лишь 1,5-2 месяца работаю в правительстве. Так вот, казначейская система отчасти позволит решить эти проблемы. То есть, вот захочется мне купить, например, 4 батарейки, я должен буду это не со своего спецсчета брать, а обращаться в казначейство с заявкой, и это все будет, или какая-то сумма будет предусмотрена для того, чтобы мы могли решать оперативные проблемы. На самом деле, вот казначейство – это первый шаг к новой системе управления в государстве, в частности, государственными финансами. Есть, всем известно, есть бюджеты государства. Есть каждый орган должен заниматься планированием своих расходов в разрезе определенных статей на будущий год. Соответственно, есть разработан бюджетный классификатор. Каждое ведомство, вот сейчас при формировании бюджета на следующий год, планирует свои расходы. Расходы на канцтовары, расходы на покупку там, оргтехники, расходы на содержание оргтехники, расходы на ремонт, расходы на командировочные. Каждое министерство должно запланировать свои расходы на будущий год. И, соответственно, потом работать
и в рамках тех средств, которые они сами себе запланируют. Потому что сейчас система, которую выставлена в государстве, она немножко не соответствует тем реалиям, и, так скажем, тому, что мы живем в 21 веке. Сейчас у нас, по сути, эти функции планирования сведены к функциям работы в направлении Министерства финансов. Так быть на самом деле не должно. В бюджетном планировании должны принимать участие все госорганы. Они должны планировать целевые программы, им должны устанавливаться различные KPI. Это, если перевести на русский язык, это такие ключевые показатели деятельности. То есть, когда человек, любое министерство просит выделить на такую-то программу развития, на такую тему, там, 20 миллионов рублей, прежде чем эти деньги государство одобрит и выдаст ему в следующем году, этот орган должен описать эту программу, обосновать ее, поставить цели, какие он хочет добиться в результате инвестирования государственных средств в эти, и поставить вот такие ключевые показатели. Например, там, в результате расходы такой-то суммы денег в этом направлении, например, там, собираемость налогов или доходы бюджета вырастет на 15%. Или, допустим, там, количество качественных дорог нашего возрастет на 20%. Или, например, пропускная способность погранперехода, такая актуальная для Абхазии тема на Псову, вырастет на 40%. Соответственно, когда эти деньги инвестируются, потом мы смотрим, насколько эффективно эти деньги были потрачены, и насколько эффективно там, министр или руководитель данного государственного органа сработал, достиг он этих целей или нет. Соответственно, мы будем оценивать, как каждый чиновник работает на веренном ему участке. Ну, мы вот так вот, в общем-то, как-то, в общем, представляем себе то, над чем вы сейчас работаете и чем заняты ваши мысли вот эти 2 месяца. Конечно, интересно просто узнать, что тут в самой ближайшей перспективе вы намереваетесь сделать. Вот какие задачи в такой краткосрочной перспективе стоят, потому что многое из того, что происходит в нашей стране, уже считается несколько медлительным, таким, и все ожидают какой-то эффективности уже от работы правительства. Вот в ближайшее время что будет у нас положительного, что повлияет на наш уровень жизни в лучшую сторону? На самом деле, абсолютно понимаю людей, которые устали ждать. Да. На самом деле, люди устали ждать, и я всех прекрасно понимаю, хотя хотелось бы, конечно, взять бы, остановиться, подумать, поанализировать, но у нас нет такое время, это, наверное, самое дорогое, что у нас есть, у нас нет времени на раскачку, мы, к сожалению, должны думать о будущем, анализировать ситуацию, думать вперед, но решать текущие проблемы. Поэтому, вот опять немножко назад вернуться, мы на самом деле имеем очень такое нехорошее наследство за предыдущие годы, потому что, наверное, уже много раз называлась цифра, там 800 миллионов, там 900 миллионов рублей долгов. На самом деле такая проблема имеет место быть, и вызвана она именно вот системой управления в государстве, которая была в предыдущие годы. Потому что если вспомнить там предыдущие программы помощи Российской Федерации, так называемый комплекс плана развития, там, условно говоря, выделялись там 100 рублей на 100 проектов. Что делалось? Не начиналось стоить 100 проектов, а начиналось стоить 150. В конечном итоге что мы имеем? 100 рублей потрачено, а ни один из 150 проектов не достроен. Ну, я утрирую, конечно, какие-то достроены, какие-то нет. В итоге большинство проектов требуют дополнительного финансирования, чтобы закончить их. Кстати, помимо этого мы имеем проблему. Мы строим детский садик, школу, но почему-то в бюджет следующего года не закладываются деньги на его содержание, на подбор персонала. Вот такие вот нестыковки, вот такая непродуманная политика, которая была в предыдущие годы, привела к тому, что мы сейчас имеем долгов перед строителями, там, другими многими организациями там, в размере несколько сот миллионов рублей. И это реально большая, огромная проблема. Это своего рода пирамида, которая была выстроена за многие годы, которую надо разрубить, потому что она привела к тому, что у нас сейчас кризис неплатежей. Потому что там, всем известен Абхазстрой, у него есть дочерние предприятия, такие как строительно-монтажное управление, который, соответственно, по всей цепочке государство должно Абхазстрой должен деньги строительно-монтажным управлением, строительно-монтажное управление, в свою очередь, должны в бюджет задолженность по налогам, подрядчикам за связь, подрядчикам за поставки материалов, и это раскручивается в гигантскую пирамиду неплатежей, которая отчасти парализует вообще работу экономики. Поэтому самая главная задача, которая сейчас стоит у власти, это вот, во-первых, понять адекватность этих цифр, потому что у меня складывается впечатление, что каждый новый день приходит к тому, что эта сумма возрастает. Потому что появляются какие-то подрядчики, организации, которые приходят... И нам должны. И мы вот сейчас очень большие ресурсы именно кинули на то, чтобы проанализировать эти задолженности, насколько она адекватна и реальна. Потому что, опять же, если вернуться к тому, как работало государство в предыдущие годы, многие документы просто не оформлялись. Просто такое работало телефонное право, так называемое, письменное право, да, когда просто ставилась там задача, надо решить, надо построить, об источниках финансирования никто не думал.
Соответственно, работа запускалась, там материалы брались в долг, потом работа сделалась, а в итоге что мы имеем? Строится детский садик, 3 года стоит, никто его не запускает, и он элементарно даже не принят в штатный коммуналбаланс. Кстати говоря, такая же ситуация вот и с молочным заводом. До сих пор Да вот не он только был молочный построен, да. Поработал 3 месяца и встал. Поработал 3 месяца, встал. Там в основном говорят, проблема заключается в том, что нет сырья. А на самом деле там хороший опыт был, хороший творог выпускали, кефир там был и так далее. Почему-то вот в этом смысле тоже как-то не продуманно все происходит. Мы сейчас думаем о том, как должна развиваться наша промышленность и можем ли мы вообще промышленность развивать. А вот такой готовый совершенно завод с отличным новым оборудованием простаивает. Ну, абсолютно правильное замечание. Это, опять же, вот немножечко недодуманный вопрос. И вот, когда вы говорите о тактических вопросах, вот эти задачи мы сейчас решаем. Потому что вот сейчас всем известно, да, Российская Федерация очередную, да, 3-летнюю программу помощи Республике Абхазия оказывает. Как раз из настоятельных рекомендаций страны Российской Федерации, да и на самом деле здесь без рекомендаций, мы так понимаем, надо задействовать те ресурсы, которые у нас были сделаны. И эту проблему надо решать. Помимо молочного завода, того же у нас есть Гулрипский овощехранилище, которое построено, но оно пустое. Потому что наполнять его нечем. А овощей нет. А овощей нету. Поэтому мы прекрасно понимаем эти проблемы и задачи. И как раз сейчас занимаюсь анализом и разработкой программ, которые даст нам возможность не только развить какой-то дополнительный бизнес, но даст возможность и встроить вот эти бизнес-цепочки производственные, те объекты, которые были построены за предыдущие годы. Например, тот же самый молочный завод. Ну, насколько я смог выяснить, то бишь завод был построен под привозное сырье чуть ли не из Беларуси. Потому что на самом деле ресурсные базы, собственно, производства молока у нас практически отсутствует. У нас есть одно какое-то производство, но далеко не в том объеме, в котором необходимо. Соответственно, для нас стоит задача, как нам обеспечить молочный завод этим сырьем. Ну, наверное, если он как-то будет развиваться, молочный завод, тогда он и свою сырьевую базу может тоже создать, какие-то фермы и так далее, заключать договора с фермерами. Это тоже определенный такой уровень должен быть, соответствующий современной менеджментской работе. Абсолютно верно. Но там завод был построен по принципу, опять же, был заточен под привозное молоко из Беларуси. Соответственно, там нужны определенные дополнительные инвестиции, чтобы его реанимировать и перевести, например, на местное сырье или там сырье другого производства. Ну, в этом контексте, конечно же, у нас встает вопрос вообще, как уйти от этой дотационности. Мы вот все время, да, где-то что-то деньги взяли от России, там куда-то вбухали, потом не знаем, как это содержать и зачем его применять. И, естественно, возникает вопрос эффективности вообще всей экономики. И тут мы понимаем, что это вот такой тормоз вообще в нашем развитии, вот как бы дотационность, она как-то нас как-то слишком успокоила. Да, единственный вопрос, который нас интересует сегодня, это вот Москва деньги прислала. Если прислала, хорошо, если не прислала, вот мы будем ждать, вот как от моря погоды вообще. Насколько вообще есть возможность как бы в перспективе уйти от этой дотационности? Ну, честно говоря, чтобы мы были самодостаточны. Я бы не пошел работать в правительстве, если бы в это не верил. Поэтому я глубоко убежден, что эта проблема решаемая. Понятно, что за месяц-два ее не решишь, но, опять же, уйти от дотационности, это вопрос такой риторический. Как мы говорим, текущий бюджет у нас там 9-10 миллиардов. Из них 35,5 миллиарда – это наши собственные средства. Поэтому, если мы выйдем на уровень доходов в 10 миллиардов, уходим от дотационности или нет? Я думаю, что большинство людей, и, допустим, и лично я, и руководство страны ставят более амбициозные цели, я так понимаю, в долгосрочной перспективе. Но нам надо, в принципе, решить тактически текущие задачи. Это выйти хотя бы вот на уровень 10 миллиардов в ближайшие несколько лет. Это сколько? 3-4? На самом деле, для того, чтобы как-то спрогнозировать точные цифры, сказать, конечно, для этого нужно время. Я не стал бы сейчас называть конкретные цифры, но есть конкретная задача. Многократно, качественно увеличить бюджет следующего года. Это говорит там, не менее чем в 2 раза поднять уровень доходов бюджета уже в следующем году, который нам даст возможность вздохнуть. Но для этого нам нужно, конечно, очень хорошо поработать. И самое главное, вот я, наверное, когда шел на эту передачу, о чем думал, чему бы я хотел сказать, и чтобы большинство населения это услышало. Даже государство со своей стороны будет всячески пытаться делать, на самом деле, шаги навстречу бизнесу. Но я бы хотел, чтобы бизнес тоже увидел эти шаги и пошел навстречу государству. В конечном итоге мы одна страна и должны думать о том, что с ней будет завтра. О пенсионерах, о детях,
о школьниках. И если у нас вот это не будет, это встречное движение, я боюсь, что нам будет крайне тяжело построить государство. Навстречу бизнесу вы говорили, что государство будет делать какие-то определенные шаги. Это в чем будет выражаться? Есть вот конкретные поручения президента, премьер-министра. Во-первых, это мы будем заниматься и налоговой системой. Есть конкретная цель, задача, это сокращение количества налогов. Цель сократить их порядка до 6-7, не более. При этом сейчас, там их, если память не изменяет, там, если все перечислить, я думаю, порядка 15-20. В конечном итоге наша цель сделать абсолютно прозрачную систему налогообложения, понятную как бизнесу, так и государству, и всем, кто в ней какой-то степени замешан, как проверяющим органам в виде налоговой инспекции, как бизнесу, который непосредственно по ней работает и платит налоги. Поэтому одна из целей – это оптимизация налоговой системы, ее упрощение, сокращение и сделание ее прозрачности. Такая вот задача стоит. При этом ни в коем случае никакому увеличению налогового бремени речи не идет. Вы знаете, что, да, вот вы говорили, значит, об этих возможностях, которые у нас есть. В дальнейшем, наверное, мы как-то будем наблюдать уже вот то, что будет делаться в направлении сокращения зависимости вот от этих дотаций. Но все-таки, знаете, я бы хотел вот у вас спросить. В последнее время, по-моему, дотаций никаких нету, а государство живет, все зарплаты выплачиваются, все-таки мы как-то существуем. Вот есть ли в этом некоторая тоже такая определенная заслуга, наверное, людей, работающих сейчас над тем, чтобы уйти в кратчайшие сроки вообще от этой дотационной зависимости? Или у меня неправильная информация? Я бы не сказал, что неправильно. Конечно, все мы видим, мы все-таки живем и как-то существуем, понятное дело, но в принципе все равно в какой-то степени есть определенное затишье в экономике. Я думаю, все это видят, прекрасно понимают. Поэтому сейчас на данном этапе развития мы теоретически могли бы отказаться от российской помощи, но к чему это придет, я думаю, все прекрасно понимают. И с точки зрения пенсионного обеспечения людей, и с точки зрения развития, там, строительства дорог, освещения, мы просто остановимся, а нам все равно нужен этот толчок. Поэтому прямо сейчас отказаться от российской помощи нам будет крайне тяжело. Вот, знаете, у нас время подходит к концу, конечно, о многом хотелось бы поговорить, в том числе еще об паспортизации, кстати говоря, тоже очень такая насущная тема. Многие просили даже, чтобы мы этот вопрос подняли, и он как-то был бы освещен. И ряд еще других проблем. Но как нам поступить? Время-то... Я попробую коротко. Хотя все время наше, но все-таки. Я попробую коротко прокомментировать эту ситуацию. Слышал, что да, есть определенные мнения по этому вопросу. Мне со стороны тем более вы технарь, которые работали в этой Да, сфере. Непосредственно занимался вопросом мой коллега Шамиль Омарович, и, на мой взгляд, проделал очень хорошую работу. И было после того, как я пришел в правительство со стороны премьер-министра, было поручение подключиться к этому вопросу с технической точки зрения, так как предыдущий опыт работы я имел в телекоммуникациях, немножечко разбираюсь в этих вопросах. И я подключился к этому вопросу и со своей стороны дал определенное экспертное заключение. На мой взгляд, решение, которое выбрано было в виде решения заключения контракта с компанией «Гознак», она была абсолютно правильная. Я объясню почему. Потому что знаю все опасения, которые в обществе бытуют, есть, и какие предложения есть, каким другим путем решить эту проблему. Я бы, наверное, попробую разбить на две части этот вопрос. Первая часть, то, что у нас уже был опыт внедрения паспортов, и все мы знаем, какого он качества, и что произошло с базой данных, какие утечки были, куда они уходили, что с ними было. Поэтому очень бы не хотелось наступить второй раз на эти грабли. А для того, чтобы не наступить на эти грабли, должен быть чисто научный подход, прагматичный, и уже давно пойти по тому пути, по которому шли все другие страны. Никто не занимается рукописным написанием таких систем. Это крайне важная и очень серьезная вещь. И писать ее с нуля, к тому же при наших реалиях, очень бы хотелось помочь нашим местным кадрам. Но начинать этот опыт написания системы по управлению базы данных, паспортных базы данных, я считаю, что мы не имеем права, к тому же, если у нас стоит такая задача, как в феврале провести выборы уже на основании новых паспортов. Опять же, если еще вернуться к Госзнаку. Это, наверное, я думаю, что все еще советских времен знают эту организацию. Это весьма квалифицированная профессиональная организация, которой была разработана система и которая готова нам ее продать
в Республике Абхазия, причем не по коммерческой цене, а реально по затратной цене, без каких-то дополнительной выгоды. Когда вот многие обсуждают эту проблему, все называют цифру 40 миллионов. Я бы хотел, чтобы у людей было понимание, 40 миллионов это не только покупка программного обеспечения. На самом деле 40 миллионов состоит из двух больших составных частей. 15 миллионов стоит само непосредственно программное обеспечение, а 25 миллионов это другие затраты, которые в любом случае, кто бы ни писал базу данных по учету паспортов, они все равно необходимы. При этом это пока приблизительная оценка. В процессе проведения конкурса на закупку этого оборудования, проведения ремонтных работ, закупка компьютеров, серверов, генераторов, которые будут обеспечивать бесперебойность энергообеспечения, я думаю, что мы вот эту цифру 25 миллионов сможем снизить. Сам программный продукт стоит 15 миллионов. Он абсолютно адекватный, он из своих денег стоит, он реально продуман, он обеспечивает полную конфиденциальность передачи данных. Просто хотел объяснить людям, что в эти 15 миллионов входит, и в 15 миллионов софт, и 25 миллионов так называемое железо, компьютеры и все остальное. Это организация, дай бог памяти, по-моему, 13 паспортных столов. Это проведение ремонта во всех этих помещениях, обеспечение рабочих мест всех сотрудников паспортных столов, закупка специального оборудования, которое позволит на местах наносить на бланки паспортов, так скажем, полезная информация, будет там фамилия, имя, отчество и все такое. Причем это система, которая позволит связать все это в единое целое, потому что центр и узел, основное ядро, это все будет находиться в Сухуме. И, соответственно, помимо этого, у нее есть очень заложен ряд еще полезных механизмов. В этой системе уже есть принцип, который нам позволит обеспечить нужный уровень контроля на границе. Эту систему можно будет подключить как-то пограничной службы, как с одной стороны границы, так и с другой, и организовать рабочие места с обоих сторон, где мы сможем полноценно обеспечивать пограничный контроль всех въезжающих и выезжающих людей. Причем это касается граждан Абхазии, так и не граждан Абхазии. Поэтому эта система очень грамотна, абсолютно адекватна. Есть опасения, что покупая систему Российской Федерации, мы нарушаем определенные вопросы безопасности. На самом деле информационная технология осуществлен доступ с Российской Федерации. На самом деле информационные технологии таковы, если вы находитесь в открытой сети, то бишь в интернете, и вы подключены к интернету, кто бы ни писал систему, будь это будет Гознак, будь это будет Microsoft или еще кто-то, если вы в сети, всегда могут найтись хакеры, всегда можно найти умельцы, которые смогут этот доступ взломать. Поэтому это решается просто. Просто обрубается физически выход во внешнюю сеть, в интернет. И все. И полностью обслуживается специалистами Республики Абхазия. И проблема решена. Поэтому все опасения, связанные в этот момент, на самом деле, на мой взгляд, не совсем корректно. Что здесь другая сторона медали, это дать возможность развиваться IT-технологии в Абхазии. Я здесь сам являюсь 3 руками за, сам пришел из бизнеса, который занимался, так скажем, инновационными технологиями. Мы на своем уровне работы в Укафоне пытались развивать эту тему, поддерживали ребят. Но я абсолютно за это, но не на таких критически важных местах. Это на самом деле настолько важная вещь, которой экспериментировать мы не имеем права. Уровень специалистов у нас еще не готов решать такого рода задачи. На самом деле, возьмите, у нас в АГУ нету кафедры информационных технологий. У нас, на самом деле, ребята все, которые есть, и, кстати, на самом деле много талантливых ребят, и которые реально что-то могут. Но такие системы, они пишутся за 2-3 месяца, но потом тестируют их годами. А делать настолько рискованные вещи, настолько короткие сроки, чтобы заниматься рукописным делами. Причем все говорят о безопасности. Что госзнаковская система, она пишется на системе управления базовых данных Microsoft SQL. Что предложение местных производителей этой программы, она также пишется на системе управления базовых данных американского производства. При этом госзнак, вы все знаете ситуацию в Российской Федерации, переходит на российские СУБД, и в кратчайшие сроки, через год-полтора, не планируют тоже перейти с Microsoft с СУБД американского производства. Дмитрий Николаевич, завершаем нашу программу. Короткий вопрос, блиц-ответ такой. Все-таки какая у вас сейчас основная задача? Сейчас перед вами какая основная задача стоит, как одного из руководителей Кабинета Министров? Я свою основную задачу сейчас вижу, это изменить построение системы управления государством. Я считаю, что с этого надо начинать, потому что программы, стратегические, тактические, все это хорошо. Но если не будет системы, если не будет выстроена система принятия решений, система управления, какую программу кто бы ни написал, внедрить мы не сможем, довести до ума не сможем. Поэтому для меня это главная задача. На этой
Главные задачи. Да, главные задачи. Мы все-таки завершаем эфир. И, как-то очень незаметно мы свою долю этого эфира отхватили, даже несколько минут сверху взяли. Тем не менее, было очень интересно и продуктивно. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был вице-премьер правительства Дмитрий Сериков. И до свидания. До следующих встреч. До свидания. И всего доброго, да. Мы будем еще не раз встречаться в этой студии, ты хотел сказать.